наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда, пригласив к себе домой друзей, ты не знаешь, чем их занять. Здесь на помощь приходят настольные игры. Но зачастую, осознав всю сложность игры, получив определенные навыки, она становится тебе неинтересна. Сегодня мы вам покажем, как можно здорово провести вечер в компании друзей и своих родственников, поиграв в настольные игры народов Саха. Это кабылык и хамска. Как играть, какие основные правила, ну а самое главное, как получить результат, узнаем сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о том, чем занимаются ребята у вас, как часто можно заниматься настольными видами спорта и самое главное, как давно это появилось у нас в республике. Вот настольная игра кабылык-хамска появилась давным-давно, но как федерация создана уже 30 лет назад. Так, и дети вот в Центре национальных видов спорта имени Василия Манчара занимаются с 2012 года. Значит, 10 лет уже прошло. Вот, и занимаются у меня 3 группы. Группа начальной подготовки 1, это начальные классы, и группа начальной подготовки 3, тоже 3-4 год, которые занимаются, и старшие. Старшие уже студенты и старшеклассники, которые уже выполняют нормы мастера спорта и кандидаты. Есть у вас календарный, наверное, план по соревнованиям, да, по состязаниям? Да, да, есть. В календарный план Министерства спорта у нас включены первенства республики среди школьников и взрослые. И среди взрослых тоже взрослые, они тоже включены в республиканский турнир памяти Дмитриева. Вот, включены дети тоже. Ну, вообще, если говорить в целом, да, кабылык и хамска, это для каких детей? Более сосредоточенных? Или вот неусидчивый ребенок сможет так вот мастерски играть в такие игры? Но это зависит от детей тоже. Любой ребенок может играть, если у него есть воля. Вот очень хорошо развивает такие волевые качества. А если у него вот это качество развито, он будет каждый год играть, и в концу все равно достигнет успеха. Возможно, для многих зрителей подумают, наверное, многие, ну что, ну бросаешь и бросаешь. Что здесь можно, какие способности можно здесь приобрести, какие качества ребенок приобретает? Да, вот, очень хорошо развивает, например, это хамска, не только ловкость рук, да, но и координацию, и быстроту реакции, вот, и умственные способности. То есть думать здесь надо? Да, думать надо обязательно, как надо делать второй, третий этап, вот. Все равно умственные способности очень хорошо развиваются. Да? А если сказать, допустим, о ребятах, которые играют сегодня, да, как часто они занимаются в неделю, да, и результат, когда всегда же родители хотят увидеть результат своего ребенка. Результат мы видим на соревнованиях. Вот в 28-го, вот в пятницу, у нас будет фестиваль народных игр. Там будут играть кабылык, хамска, маленькие ерегай крутят, и тутумергир, и керестеби прыгать будут. Это фестиваль будет проходить в Доме дружбы Алексея Кулаковского. То есть соревнования это ваш такой некий итог? Да, постоянно. они лучшие из лучших участвуют, конечно, в первенстве республики. Вот, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, вот до 11 класса. А такой вопрос еще, во что сложнее? Чем сложнее заниматься? Кабылык или хамска? Оба. Оба? Оба. Вот, оба вида, они сложные. Кабылык на вид простой, но сложность в том, что кабылык, они 30 палочек должны играть за 2 минуты, все время подбрасывая и ловя вот тыльной стороной все кабылык. Это сложно. Самое сложное, да? Начинающие, конечно, там падают, а вот те, которые уже 3-й год, 4-й год занимаются, у них уже на 100% ловли. То есть это такая хватка, да, сильная Хватка, должна быть? да, Ловкость рук, ловкость, да? Обязательно реакция такая, да? Мы видим, вот ребята у вас постарше играют, да, наверное, это уже такие рекордсмены, да? Да,
У меня вот Марат уже выполнил норму мастера спорта. Он мастер спорта по настольным играм. Богдан вот рядом стоит. И он уже выполняет нормативы все мастера спорта, но ему еще 16 лет нет. Только 16 лет они становятся мастерами спорта. Ага. Дети стараются, они вот выполняют юношеские разряды, спортивные разряды. Одной из самых древних настольных игр народов Саха является хабылык. Хабылык в переводе с якутского языка от глагола переводится как хаб, хватать. То есть суть игры достаточно простая, но в ней есть свои нюансы. Говорят по поверьям, что в эту игру играли наши предки, когда разводили костер, и от бревнышек оставались лучинки, правильно? Правильно. И подробнее об этой игре нам расскажет Богдан. Богдан является кандидатом в мастера спорта. И вот, собственно, кто, как не он, знает все об этой игре. Богдан, здравствуй. Здравствуйте. А вот расскажи, пожалуйста, вообще, что такое хабылык, сколько должно быть палочек, из чего они сделаны, ну и, собственно, основные правила. Хабылык — это национальная настольная игра якутская. В ней всего 30 палочек, и каждая палочка сделана из разных деревьев. Но именно это сделано из березы. Из березы. Это какой-то твой любимый материал? Им проще играть? Или все-таки просто то, что есть, им и играешь? Ну, есть разные деревья, но мне больше всего нравится береза. Легкая, Не наверное. знаю почему, но да, мне кажется, что она более легче, чем остальные деревья. Ну давай, небольшой мастер-класс для людей, которые, возможно, не знают правила. В чем суть игры? Ну, нужно хабылык все взять в руку, подбросить на тыльную сторону, поймать и брать по одной палочке. И так надо играть 2 минуты. 2 минуты. То есть это на скорость и на результат, правильно? Да. Ну давай, покажи для начала, как это сделал бы профессионал. То есть ты Стою в стойку, в определенную Как? стойку встает. беру палочки и и подбрасываю и ловлю их на тыльную сторону руки. Вот так. Первая задача — это главное сохранить для начала их на этой части руки, правильно? Да. А дальше? А дальше подбрасываете снова и ловите одну. И отбрасываете вперед. Снова подбираете и играете дальше. А если у тебя при выброске с этой стороны руки на эту все рассыпалось, ты проиграл? Да, и если все рассыпалось, то, допустим, ну, как-то так, да? То заново подбираете и заново подбрасываете. Так, хорошо. Значит, здесь принципиально важен результат. То есть временной промежуток, за сколько ты, значит, поборешь все эти 30 палочек, правильно? Да. Максимальный твой рекорд? 47 секунд. 47 секунд, а максимальный рекорд, допустим, среди твоих оппонентов? 44 где-то было. То есть тебя разделяют 3 секунды от рекорда Ну, где-то так, республики, я да? сам не помню, но в районе 44 было. А как давно ты занимаешься этим? Я со 2 класса. Со 2 класса. И вот не надоело? Нет. И не вечерами нравится. дома сидишь, вот так делаешь, да? Да. Действительно, тут же одно механическое движение, по сути, да? Держишь, потом, Подбрасывайте, на тыльную сторону ловите. а надо повыше или пониже? Не, ну, пониже кидайте. Ну, вот так и начинается, собственно говоря, поэтому и надо было приходить играть в настольные такие игры в самом детстве. Хорошо, а вот бывают такие люди, которые вообще не умеют играть? Вот, допустим, как я. Или этому быстро можно обучиться? Ну, этому можно научиться, конечно. То есть все методом проб и ошибок, да? Да. Подбрасываешь, вот так ловишь. Все, проиграла, да? Нет, если для начинающих, Да. для начальных классов там, да, не обязательно, чтобы все лежали на тыльной стороне. Да? То есть, ну, несколько штук можно. Несколько штук, в моем случае все 30, да? Но это не так уж-то и легко, дорогие друзья. И, значит, вот таким образом проходят у вас тренировки, мы сейчас были свидетелями, да? То есть все на время, Да. и, соответственно, потом получаешь результат. Да. Допустим, хотела ли бы ты стать мастером спорта по хабылыку? Хотел бы, конечно. Потом будешь преподавать, да, наверное?
Вот это уже не знаю. Не знаешь, да? Ну, смотрите, в принципе, хаблык игра достаточно интересная, требует здесь ловкости, да, интеллектуальных возможностей. А потом, значит, что еще нужно быть? Физически развитым нужно быть, да? Еще какие качества преобладают в этой игре? Ловкость рук, мелкая моторика. Э, Ну, достаточно, я Достаточно. думаю, для просто, так сказать, такой вот игры. Ну, супер, спасибо тебе большое, Богдан. Ну, а мы сейчас отправляемся далее и узнаем, как же нужно правильно играть в настольную игру под названием «Хамска». Еще одна национальная настольная игра – это хамска. Говорят, что подобная игра существовала у многих народностей, и даже в Греции находили подобные камушки. Но в то время играли действительно камушками. У нас принято играть деревянными кубиками. Рядом со мной находится Марат. Марат является рекордсменом по этой игре. Твой личный рекорд? 55,4. Это 11 кругов и 4-й этап. В общем, есть рекорд. Для нас он особо непонятен, но обо всем поэтапно. Если вдруг вы еще ни разу в жизни не играли в эту игру, я думаю, будет интересно узнать вообще основные правила. Рассказывай. Ну, в комплекте есть 9 штук, допустим, скажу. Но у всех камушка разные размеры. Вот, допустим, это маленький, 15 миллиметров, а это 16. Кому-то вот играть удобно с 15 миллиметрами, а кому-то 16. Вот. То есть это не принципиально важно, да? Ну да, ну это основные два, сказать, Размера. да, которым играет большинство. Давай опять расскажем, из какого дерева? Ну, это сделано из березы, а это сделано из дерева бук. Есть, конечно, еще из дерева джурхай, еще, что-то, ну, вот другие уже там будут тяжелые, и неудобно будет с ними играть. Ну, ты человек опытный, профессиональный спортсмен, да, мастер спорта? Да. Мастер спорта. И, собственно, тебе легче всего, чем играть? Вот этими. Бук. Вот эти, бук. Индивидуально под тебя делали? Да. Ну что, дорогие наши друзья, я думаю, самое время приступить к основным правилам. Ну. Опять же, когда ты видишь это со стороны, вот как сейчас, допустим, занимались младшая группа, кажется, что это все легко. На самом деле ничего подобного. Итак, для начала разбрасываем. Да. Ну, сначала берем 5, это самый основной вид. Разбрасываем, да. Берем одну. Любую. Да. Дальше. Подкидываем, ловим одну. А нет, берем одну со стола и ловим то, что подкинули. Ну да, это давай. Вот Ты это- первый. Надо повыше. Да, Фу, да, 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 да. Получилось. Так, Это- дальше. А убираем в сторону, да? Ага. Потом вот так. Все 4 надо так сделать. Ой, да я ж тоже могу прийти в вашу федерацию уже. А? Посмотри. Ага, О, ага. есть. Так, потом второй этап. Ой, вот так. Да. Ага. Потом берем тоже одну. Уже теперь берем по 2. Смотрите, вот тут здесь нужно проявить смекалку. Мы говорили о том, что это все-таки интеллектуальный вид спорта. Почему? Потому что здесь у меня лежала 5-я кость. Но я же знаю, что сейчас нужно брать по 2. Соответственно, мне-то проще сделать как? Взять эту, которая стоит подальше, потому что здесь у меня уже кучка, и здесь у меня кучка. А значит, работает мозг. Да. Уже хорошо. Здесь уже берем 2 и 1. То же самое. Тут второй этап. Да, да, да. Ну какая молодец. Вот. Есть. Идеально. Ну и так Разбрасываем. далее, да? Ну, почему? Сейчас это третий этап. Здесь уже 3-1. 3-1. Задевать соседний кость нельзя. Вот, допустим, у Вообще. меня рядом, нет? Нельзя. Противопоказано. Все, проиграла. Так. Там, И так далее, да? да, ну потом, в общем, 6 этапов сейчас покажу. Третий вот показал, да? 3-1, либо 1-3, без разницы. Потом четвертый, подкидываю 1, ложу 4, подкидываю, беру обратно. Ну это уже какой-то Другой, да? идеально какая-то. Нет, сначала подкидываем и ложим 4. Собственно, понятно. Отсутствие вообще какой-либо координации. Вы представляете, я просто хотела один выбросить. Вот, да. А как так, допустим, если далеко он потом, как я могу это сделать? Вот так должна рукой собрать? Ага. Провальное дело. Марат, я представляю, что ты можешь. А самая сложная комбинация вот в игре хамска? Комбинация. Вот, или какой этап, тур самый сложный? это какой? Но дети обычно усложняют. Ну, для них сложно. Это 6-й этап, когда что, все 5 или 6. Ну, это же сначала, вот я же показываю простой способ. Здесь сколько угодно может пасть, мы можем положить
Или вот ложим все. Да-да-да. Одна есть. И потом- подкидываете. Нет, сейчас. Вот с этого положения Вот. подбрасываю и вот так ловлю. Ага, да-да-да. Господи. Вот так. Так, очень увлекательно, вы знаете, адреналин зашкаливает, хочется еще и еще попробовать, потому что получается. Если сравнивать все-таки с хабалык, мне кажется, хабалык немножечко посложнее будет, потому что там вот как-то крупнее детали, да, и, собственно, там ловкости нужно побольше. А здесь просто как-то задорно все Но происходит. Так. Я могу сказать то, что я сначала хабылык сыграл, научился быстрее, чем хамска. Потом как-то так получилось, что сейчас хамс играю лучше, чем хабылык. Да? Да. Ну, я же говорю, потому что Ну да, проще. Да. Но не проще тут все зависит от твоей реакции, концентрации, наверное. Я так считаю. Но еще есть вариант более сложный. Это уже профессионально скажу. Этим играет большинство тренирующихся. Здесь тоже 6 этапов. Но здесь берем сразу подвиг. Быстрее. Здесь этап проходит куда быстрее, чем В легком уровне. в легком. Сложный вид – это тангсур. Обязательная часть здесь надо постукивать. Допустим, вот маленькие постукивания были слышны, да? Или нет? Нет, еще раз. Это такой вот в некоторых соревнованиях такое не считается. Вот. Надо именно обязательно, чтобы постукивать вот такое, чтобы звук характерный был. Такое ощущение, что все это время я играла с таким постукиванием. Вот с таким именно. Прям все у меня громыхало тут. Оказывается, это сложный уровень, Да. когда постукивание, да? Еще есть семью постукивания, это уже сложнее намного. Здесь, как в первом, как в пятью хамской 6 этапов, просто здесь уже 3 постукивания. Допустим, пятью было по 2. Вот. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Здесь тоже раз, два. А вот тут уже исключение, которое можно взять все, 4. А здесь уже по 3. Раз, два, три. Ой. Вот. 3. Здесь уже 2, 2, 2 позже. То есть, смотрите, самое главное, что я отметила, пока наблюдала за тобой, ты, собственно, контролируешь только хамуска, который подлетает вверх. А здесь у тебя все на автомате. То есть ты не смотришь на ладонь, ты следишь за полетом Да. вот этого хамуска, правильно? Да, я То есть просто- нужно туда смотреть, а не вот здесь, что на столе, да? Ну, можно смотреть, конечно, здесь. Но ты не Все будешь- равно ты смотришь туда. Ну, в конце, да. Все равно я не контролирую, куда оно летит. Допустим. Вот. Это здесь. Моментально развивает периферическое зрение. То Допустим, есть ты должен видеть везде. да. Вот, допустим, подбросил. Я тут уже все запомнил. Моментально. Здесь тоже вижу. Руки помнят. Что сказать? Руки сами помнят, да. Ну, я спросил уже, типа, есть несколько вариантов. Да? Вот. Вот такого. Ну, и по тебе видно, мы сейчас играли, вернее, мы стояли рядом, пока ты играл, да, но у тебя очень такая быстрая реакция. Я вам хочу сказать то, что здесь все отработано уже. То есть лучше можешь быть еще? Еще лучше? Конечно. Или ты думаешь, все, рекорд постигнут и все? Почему? Еще можно. Еще можно, да? Дальше иду вперед. Хорошо, а сколько лет ты играешь? Ну, так, я 7 класса, что ли. Да, 7 класса. Марат, а кто привил любовь у тебя к настольным якутским играм? Ну, я скажу, тут история очень запутанная и интересная. Ну, сначала я учился в 12-й школе, там математический класс был. И там наш учитель, он любил такие интеллектуальные игры. И здесь Надежда Николаевна, наш тренер, проводила такие Тогуску Малак, это уже казахские интеллектуальные тюркские, древние тюркские игры, вот, получается, да? И мы с этой игрой начали тут по разным странам идти, ездить, соревноваться. И еще популяризовать наш Хабыл Хамска. И тогда, ну это же где-то 18-й год. А потом такой мама говорит то, что
давай сходи, попробуй Хабулы Хамаска сыграть. А я такой отказывался, не любил. Я думал, это вид для девочек, типа такого говорил. То есть вид спорта для девочек, думал, да? Да, я так думал. А сейчас стал мастером спорта по настольным играм, да? Все-таки правильно сделала мама, что отправила тебя попробовать, да? Да. Ну а ты сейчас, вот, допустим, что можешь сказать? Вот я пришел в такой вид спорта, да, и приобрел какие качества? Самое главное, что? Ну, я скажу спокойствие. Спокойствие? Несмотря вот на вот это все, когда я кричала тут, ага, то есть это все-таки спокойный вид спорта, ты считаешь, да? Для меня, да. Я всегда пытаюсь, ну, вот, как, допустим, что-то не получается. Психуешь, и психо- вот так раскидываешь. Зачем психовать? Если А. можно спокойно обдумать, что я сделал неправильно, и устранить ошибку. То есть здесь нужно работать над своими эмоциями в первую очередь, да? Да. Потому что у многих, наверное, если хамаски разлетаются в разные стороны, думаешь, да, зачем мне это все, да? А ты, наоборот, думаешь, нет, я должен, и, наверное, так проходит у тебя часами, да? Ну да, сначала было так. Скажи честно, вот сейчас смотрит нас очень много, допустим, подрастающего поколения, молодежь, ну, которые, допустим, никогда этим не занимались, ходят по дворам, гуляют, веселятся и думают, ну, что он тут рассказывает, вот что. Как бы ты замотивировал бы ребят сказать, хотя бы попробуйте, но вот зачем, для чего? Почему это может быть интересно подрастающему поколению? Что я могу сказать? Это тоже вид спорта же. Каждый вид спорта имеет свою сторону. Вот наша сторона, это, допустим, я бы сказал якутским детям, сыграйте, чтобы популяризовать его. А то скоро пропадет, и наша культура может пропасть. Ну, все начинается с мелочи. Если бы, ну, почему если бы? Если сейчас дети будут играть, популяризовать эту игру, то наш народ, я думаю, не так быстро пропадет, допустим. Вот золотые слова. То есть необходимо отметить, что эти настольные игры были популярны еще в 16-17 веке. Да. И действительно в 20-м почему-то веке они практически вымерли. Но сегодня, вот благодаря такому молодому поколению, как Марат, мы вновь возобновили игру настольную Хабылык и Хамыска, и сегодня в нее играет очень много детей. Как в школьной программе это есть, так и вот в замечательных таких центрах, где можно этим заниматься на постоянной основе. Поэтому спасибо тебе за твое такое увлечение, за твой вид спорта, которым ты занимаешься. И мы желаем тебе, конечно, побольше поставленных задач, ну и чтобы в руках у тебя уместилось как можно больше хамасок, да? Я надеюсь, что и мировой рекорд потом какой-нибудь мы установим, в книгу Гиннесса-то попадем. То есть у кого-то будет в руках 15 камушек, а у нашего Марата все 20. Ну не камушков, а хамасков. Увидимся, до новых встреч, всего доброго.